День начинался как обычно. Я сидел, обедал и смотрел ролики. И тут мне позвонил Расул, позвал с собой в горы, и я быстренько собрался, и мы тут же выехали. Первая наша остановка была у Ушкалойских башен. Они находятся в Тукалинском районе Чеченской Республики, усиление Ушкалой на берегу реки Чанти-Аргун. Существует несколько версий предназначения башен. Ушкалойские башни были границей между территориями чеченских обществ Шатой и Чанти. В башнях взималась пошлина за переход, а также поддавались сигналы о надвигающемся враге. Боевая башня использовалась для охраны дороги, они были сильно укреплены, и без использования штурмовой техники их можно было взять только долгой осадой. Свежий воздух, отличная погода. Воздух, сейчас Киры чует, сам воздух заходит и выходит. Для того чистый Да, Расул, воздух. ты так и не сказал, куда мы сегодня едем, какое горное поселение мы сегодня посетим. У нас дорога в облака. Туда. Да, Расул точно не определился еще, куда мы едем, короче, как называется село, мы не знаем. Но про Старинное какие-то село. облака Расул говорит, посмотрим. В облаках это село. Ну, название есть этого села? Алла? Нету названия, не знаю. Давай тогда, мы сами придумаем название. А теперь мы должны оставить нашу машину здесь, и дальше путь мы должны проделать пешком. По этой дороге. По этой дороге. Так, вот по этому мосту мы перейдем эту реку, и по этой дороге туда вверх к горам. Друзья, вот эту дорогу, которую вы видите, прокладывал вот этот человек. Расул. Расул работает на экскаваторе и Делает дорогу. да, делает дороги, В горах. и не только дороги. Вот в таких суровых условиях прокладывать эту опасную дорогу, это, конечно, героизм. Расулу надо отдать должное. Так, очень сильно устали, силы уходят с каждой минутой. Ну да, главное не сдаваться. Да, мы не умеем сдаваться. Адлан впереди. Да, Адлан впереди. Расул, Ну, как трудно было? Расскажи нашим подписчикам. очень трудно. Да. В двух словах. Да. Дальше понимаете сами, да? Очень трудно было. Ты должен там за этими камнями следить, деревьями. Вот за эти камни техникой смотреть. в любой момент могли бы упасть на тебя, да? Да. Здесь большие камни были. И его если трогаешь, только на себя его может толкать. И может и с тобой он принести туда, в пропасть. У меня даже голова
болит? Ну, в любом случае, 500 метров ты уже. 500 метров только, да? Да. А сколько нам еще? Еще там 1500. Серьезно? Вон там, вот здесь, где я пальцем указываю, есть остатки башни чеченской. И вот здесь тоже. Вы просто представьте себе вот эту картину. Как они там их построили, это для меня лично остается загадкой, скажем так, или тайной. Я даже не могу нормально подняться на эту гору. А они вот на таких вершинах строили такие башни, жили и наслаждались жизнью. Да, Расул, для чего и почему прокладывали вот эту дорогу? Чтоб ты снимал, чтобы у тебя контент. Друзья, Процветал на твой канал. да, прикиньте, специально, чтобы у меня был контент, Расул трудился вот на этих горных вершинах, подвергая себя опасности. Вот так, потихоньку поднимаемся. Очень сильно устали, задыхаемся, но, как мы сказали ранее, мы не умеем сдаваться. Да, Расул? Да. Ни шагу назад. Есть здесь уже одна кость, уже есть. Медведь одного съел, здесь второй уже идет. Вот. Вкусный, жирный для медведя. Нормальный пацан. Жирный? Я же не жирный. Посмотрите, друзья, какой красивый вид имеет вот этот обрыв. Я просто не могу представить, Расул, в таких условиях работать. Ты вообще опасный ты человек. Друзья, посмотрите, напишите в комментариях, с этим человеком все ли в порядке? Как вы думаете? Вола, я даже за очень большую сумму не поработал бы в таких условиях. Смотрите, друзья, смотрите. Это реально, короче, когда вот эту картину вы увидите воочию, я на 110% уверен, что неудивленных не останется. Это просто удивительно. Расул говорит, что мы примерно половину пути проделали. И еще одна половинка остается за нами. Расул. Главное не сдаваться. Ну, это ты повторяешь каждый раз. Я устал повторять, что мы не сдаемся. Теперь уже никаких шансов нет, чтобы сдаться. Расул? Там только медведи. Примерно сколько нам осталось дальше? Километров? В километрах, можешь сказать? В любом случае, еще 1,5 километра. 1,5 километра. Здесь такой аромат сосновый. Азалийный. Вот это да. Одна, как называется вот этот желтый цветок? Это рододендровые, это самое азалия. Рододендровая азалия, друзья. К вашему вниманию. Рододен. Серьезно, как называется? Азалия. Рододендровая, это что такое?
Вообще приятный, очень приятный аромат из нее. Шамал, хаваловка, ажам мел чую ажам. Подожди. А? Так. А? Ой. Это оказывается, это лучше любого парфюма. Ну да. Это вообще, друзья, это надо понюхать и покайфовать с нее. Это какой-то наркотический цветет. Да. Цветок цветет. Уже ты. Да, уже крыша начинает съезжать понемножку. Да, друзья, посмотрите, как высоко мы поднялись. Вон там дорога видна. И наша машина здесь. Вот, да, за деревьями. Хорошо. О. Ну как тебе? Все нормально. Поделись своими впечатлениями. Для тебя эта картина. Я летаю. Да, не новая. Ребята. Расул Это- летает. Да. Это нормальное ощущение. Адреналин. Да, адреналин будет, если отсюда спрыгнуть. А так Не, просто не, не. приятные. А это моя палочка-выручалочка. Впечатления, ощущения. А, и вон там. Видишь, еще снег не растает. Вон там, да, снег еще не растаял. Вон там тоже, вот здесь. Еще вон там ущелье остался снег. Вон. Где, не видно. Видишь там? Да, по ущелью видно, но камера, походу, не передаст вот эту картину. Все, ребята, двигаем дальше тогда. А? Да. Только вперед. Все. Посмотрите, вот здесь дорога заканчивается. Дальше дороги нету. Расул, походу, на своем экскаваторе да, не туда завернул и Дорога перепутана. да, и смотрите, все, реально дорога заканчивается вот тут. И мы тоже перепутали поворот и завернули не туда. Теперь надо обратно, да, Расул? Да. О, туда. Все тогда. Вот такой гид у нас сегодня, Расул. Все. Сейчас и я тоже выпью. На вкус очень. Двумя руками сделай, Расул. Тогда это будет слишком вкусно. Спасибо, Расул. Заметно? Я не забуду это. Итак, Расул говорит, что вот это правильная дорога. Но что печально, он в этом не уверен. Мы ждали Расула, пока он не уточнит, вот эта дорога правильная или нет. Сейчас Расул где-то там кричит и зовет нас. Расул, а ты уверен, что эта дорога? Ну, это надо сделать из нее дорогу. Никаких проблем. Опять какой-то непонятный тупик. Горный тупик. Да, горный тупик. Расул. Вау. Я здесь там лопатка здесь пробегала, я его зажарил, все нормально. Да, за это время Расул успел зажарить куропатку. И Вкусно. главное, он поймал эту куропатку и сразу же зажарил. Да. Да. Подмышку его поставил, зажарился. Серьезно, Расул, это, блин, для меня и для наших подписчиков тоже будет непонятно. Что мы делаем? Ты не поверишь, я ем. Не, куда мы должны? Что мы тут делаем? А?
Контент поднимает душу. Это самый необычный контент, короче, из всех контентов. Сейчас он тебя поднимет, и ты будешь в шоке. Не, Расул, скажи, ну серьезно. Расул привел меня, короче, сюда, блин, непонятно для чего и почему. Сказал, что где-то тут Здесь недалеко поднимается есть, контент, ребят. где-то недалеко есть какое-то село. Вначале он даже название этого села не знал. Теперь вот есть свою куропаточку, а мы смотрим и Горную. да, а мы смотрим и наслаждаемся вот этими прекрасными видами. Так, это Это куропатка, которая, да, зажарил Расул. подмышечная куропатка. Это что такое? Я вот сюда подмышкой зажарил. Вот почему такой А, вкусный, да? Ну да, если что, обращайся. У Расула есть свой маринад Ну да. фирменный. Как? Печка работает. Друзья, как вы видите, дальше дороги уже нету к селу. Дальше надо проложить новую дорогу. И Расул говорит, в скором времени к селу будет проложена новая дорога. Это село, в которое мы шли, находится за этой горой. А подняться вот по этим камням просто невозможно. Да, друзья, на самом деле мы сюда приехали, чтобы проверить, возможно ли проложить через вот эту гору дорогу в это село. И Расул говорит, что в очередной раз убедился, что это невозможно. Надо использовать какие-то другие пути, чтобы проложить в Если это, даже в это дорогу село. проложим, все равно дорога, нет основания для дороги. Все равно, если дождь или снег пройдет, дороги не станет. Уйдет дорога. Снесет, да, дорогу? дорога. Вот мы можем тут наблюдать уже да, трещины, оползни. Вот оползень. И здесь есть трещины. И вот это место тоже в скором времени уйдет вниз. Вот так вот. Расул, тебе спасибо за контент. На И здоровье. да. И Если что, обращайтесь, ребят. Расул пожарит вам куропаточку. И на этой прекрасной ноте и с этим прекрасным видом на горы мы завершаем наш сегодняшний путешествие. И через 2 дня ждите новый выпуск. Мы поедем, ну этого я не скажу, но будет очень круто. Да, Расул? Да. Главное не сдаваться, Да, только вперед. мы не сдались.